восточные склоны Кавказа. Чечено-Ингушетия. Этот поход был повторением пути, который в Грозном 1919-м с боями прошли чрезвычайный комиссар Юга России Серго Орджоникидзе и его соратники. В 1938 году горно-стрелковая дивизия, носившая имя Орджоникидзе, не просто шла по памятным местам гражданской войны. Закаляя мускулы и сердце, покоряя вершину, бойцы овладевали искусством ведения боя в горах, писала газета «Красный кавалерист». А теперь уже вместе с комсомольцами 70-х мы снова идем по легендарным тропам от Орджоникидзе до Тбилиси. Вот они, оставшиеся в живых, боевые друзья Серго. В этом доме он совещался с вожаками партизанских отрядов. В Чечено-Ингушетии шла тогда яростная народная война с армиями Мамонтова и Шкуро. Здесь обучались красные ингуши военному делу, отсюда уходили они в бой против белогвардейцев, в бой за советскую власть. Столько перемен произошло в мире за минувшие 6 десятилетий. И только эти горы и эти реки остались такими, как прежде. Время как будто не властно над ними, как не властно оно над нашей памятью. Аул Пуй. Отсюда Серго в апреле 19-го руководил повстанческой борьбой на Тереке. В горных селениях находили его бойцы надежный приют. Сюда переправлялось через Тифлисский подпольный ревком оружие. Не раз еще вспомнят они, комсомольцы 70-х, этот свой поход, этот путь к возмужанию. На горной тропе тысячелетний храм Тхаба-Ерды. В этой горной долине, под защитой старинных крепостных стен, горцы выхаживали раненых бойцов. Сюда не доносится снизу шуршание шин, стремительный след самолета закрыт облаками. Дорогой Серго мы прошли, чтоб коснуться вершин, чтоб к юности наших отцов прикоснуться руками.